В Сагдийской области родители призывников берут заложники. Гератский диалог по безопасности пройдет в Душанбе. В Москве объяснили значимость газового союза между Россией, Казахстаном и Узбекистаном. Жители некоторых городов и районов Сагдийской области жалуются, что власти взяли их в заложники, как родители призывников, и потребовали от них вернуть своих детей, которые в основном находятся за границей, чтобы отправить в армию. Житель города Исфара, пожелавший не называть своего имени из соображения безопасности, рассказал, что власти 25 ноября принудительно удерживали его и не отпускали до тех пор, пока сын не прислал копию своего билета на самолет из России. По его словам, утром 25 ноября участковый инспектор отвез его в военный комиссариат Исфаринского района, где присутствовали мэр города Бахаведдин Бахадурзода, военком и несколько членов призывной комиссии. Они попросили его вернуть своего сына на родину и отправить в армию. Мужчина говорит, что его сын учится в аспирантуре в одном из городов России. В военном комиссариате Исфары опровергли информацию родителей призывников и заявили, что подобные сообщения не имеют под собой оснований. Алиджон Ниозов, военный комиссар города Исфара, сообщил, что согласно требованиям закона они вручают повестку родителям призывников, и к ним самим у них нет претензий. Он отметил, что им не нужны молодые люди, которые работают и учатся за границей. Для выполнения плана им достаточно призывников внутри страны. По словам военного комиссара, за день до окончания призывной кампании план призыва в городе Исфара выполнен на 90%. Жалобы на взятие в заложники родственников и призывников раздаются не только из города Исфара, но и из других городов и районов Сагдийской области. Некоторое время назад появились слухи о том, что жители Джамуата Магийон города Пинджикент пожаловались на то, что власти города задержали на несколько дней жителей, чьи сыновья работают в России, за то, что они помогли им сбежать от призыва. Взятие в заложники родителей юношей призывного возраста происходит в то время, когда до завершения призыва в армию в стране остался один день. Жители говорят, что причиной этого является невыполнение плана осеннего призыва в армию в городах и районах Сагдийской области. По последним данным, 15 ноября выполнение армейского плана в Соде составляло 72%. Возможно, такой способ привлечения молодежи в армию наблюдается и в других регионах страны. Некоторое время назад жители Махали Дильбари, Джамуата Михнатаабот района Кушуйон-Хатлонской области также жаловались на то, что власти потребовали от них вернуть своих детей из-за границы и отправить в армию. Они перерезали электрические провода в нескольких домах и заперли двери мечетей. В Душанбе пройдет 10-й раунд конференции «Гератский диалог по безопасности» под названием «Инклюзивно-политическая система модели «Дорожная карта». Впервые конференция состоится за пределами Афганистана. В работе конференции, которая пройдет в таджикской столице 29-30 ноября, примут участие 120 экспертов и представителей всех групп и стран, вовлеченных и заинтересованных в афганском вопросе, сообщили организаторы форума. Ожидается участие в ней представителей Европейского Союза и США. Инициатор конференции Институт стратегических исследований Афганистана сообщил, что очередной раунд Гератского диалога по безопасности будет посвящен вопросу создания в Афганистане инклюзивного правительства. До захвата радикальной группировкой «Талибан» власти в Афганистане конференции проходили в Герате, на западе страны. Движение «Талибан» отреагировало на сообщение о проведении очередного раунда конференции «Гератский диалог по безопасности» в Таджикистане. Любое мероприятие, направленное на благо Афганистана, будет приветствоваться, заявил Билал Карими, заместитель пресс-секретаря правительства «Талибан». Приглашены ли на конференцию в Душанбе представители «Талибана» не сообщается. Предложенный президентом России проект Тройственного газового союза с Казахстаном и Узбекистаном предполагает создание координационного механизма и развитие инфраструктуры потребления и транспортировка газа как для внутренних, так и для внешних рынков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он отметил, что эта идея еще будет оформляться. По словам Пескова, маршруты поставок энергоносителей газа в этом регионе чрезвычайно актуальны, поэтому координация действий соответствует интересам трех стран. Он также отметил, что и у Казахстана, и у Узбекистана быстро развивается экономика. Соответственно, растут внутренние потребности в газе, а также обе страны торгуют на внешних рынках. Это требует определенного рода синхронизации, подчеркнул Песков.
По его словам, Россия с Казахстаном в качестве партнеров по ЕС тоже имеют планы по развитию этой отрасли и в перспективе планы по созданию общих энергетических рынков. Кроме того, Узбекистан сейчас активно присматривается к ЕАЭС, является наблюдателем. Он также обратил внимание на потребности в газе с Северного Казахстана, которые обеспечиваются из России.